я как бы вроде бы еще не такой старый, но уже не мальчик. От меня отказались там, ну, как бы предали анафеме, да, наверное, вот так. И в один прекрасный момент мне мои дети сказали: папа, а мы тебе ничего не знаем. Крым оккупирован, и жить на оккупированной территории – это не для нас. Желание защитить своих детей, как бы драться за ту землю, которую мы потеряли, оно было намного сильнее, наверное, все-таки, чем чувство самосохранения. Вообще нам повезло общаться, жить в историческое время. Сейчас происходят исторические процессы на самом деле. И общаться с людьми, которые эту историю делают. Добрый день! Сегодня у нас в гостях экс-боец батальона Днепр-1, волонтер, депутат городского совета Днепра, председатель комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и торговли Ашер Черкасский. Шалом! Шалом! Добрый день, Вот Юля. мы и поприветствовали друг друга. Наша с вами беседа сегодня, Ашер, будет необычная. И первый вопрос, который я хочу задать на крымско-татарском канале, это вы же крымчанин. Вы родились в Феодосии, в роддоме с видом на море. Безусловно. Для меня очень большая честь и очень дорого то, что как раз вот сегодня я нахожусь на крымско-татарском канале, который в большей степени, наверное, чем остальные, меня связывает с моей родиной, как это не парадоксально. Родился, да, на берегу, буквально в 200 метров от моря, может быть, там чуть-чуть больше, я не мерил, не ходил. Вот. Рядом с дачей Стамбуля находится роддом, который до сих пор функционирует, там до сих пор рождаются крымчане, но, к сожалению, уже на оккупированной земле. Скучаете по морю? Безусловно. По Крымскому морю? Что может связывать, ну, что самое главное, когда ты живешь, ну, прожил большую часть своей жизни на берегу моря, да, то есть это вот это бесконечное пространство воды, которое уходит к горизонту и там сливается с небом. И это горы тут же рядышком, и это Крымская степь, которая весной просто превращается в, ну, замечательный такой, Цветочный. лучше, чем альпийские луга. А летом, когда расцветают наши замечательные южные растения, это благоухание и этот запах ни с чем не сравнить. И обо всем этом, конечно, болит и очень сильно много есть переживаний, когда снится море, снится детство, потому что детство это было самое такое замечательное время в нашей жизни, когда у нас не было забот, и наше будущее казалось самым прекрасным в мире. И это то, что греет душу. На сегодняшний день, вот сейчас, вы достаточно популярная, известная, я бы сказала так, фигура, персона, особенно в Фейсбуке. Сколько у вас подписчиков? Ну, у меня на данный момент есть, во-первых, я бы не говорил, что я настолько там известен, популярен там и так далее, но подписчиков у меня есть 2 аккаунта. Ну, там получилось так, что один блокировали, пришлось открыть новый. И на одном аккаунте у меня сейчас там что-то 1300 с чем-то, это новый аккаунт, который я открыл, а на старом аккаунте у меня там 7000, по-моему. Ну, то, что вас блокируют, говорит о том, что вы очень популярны. Никогда в не ожидал, в определенных не сферах. стремился к этому, никогда не думал, что буду то, что я пишу, для меня, ну, это будет так интересно людям, что будет такое большое количество подписчиков. То есть цель социальной сети это было найти своих одноклассников. Просто сложилось так, что школу мы закончили за границей. И когда состоялся выпуск, мы все разъехались по различным не только городам бывшего Советского и республикам Советского Союза, это было еще в то время. Все-таки я как бы вроде бы еще не такой старый, но уже не мальчик. И многие даже разъехались по разным странам. И вот чтобы собрать вот эти самые замечательные, добрые воспоминания друг о друге, вот, и пока у человека есть память, он живет. Он каждый день вспоминает, еще раз переживает свою жизнь, делает какие-то поправки, то, что он хотел бы увидеть еще лучше в будущем. И это как бы вот формирует его
отношение к жизни. Да, но и как одновременно личность. с хорошим может появиться и какие-то разочарования, когда вы ищете друзей, Да, к знакомых. сожалению, так случилось, что у меня в Германии было две школы. То есть я учился, ну, отец был военным, и мы жили в Германии какое-то время. И было две школы, в которых я учился. И, к сожалению, в одной из этих школ большая часть одноклассников, даже не одноклассников, это был целый класс, который меня как бы считал своим другом. Я учился на 2 года их младше, ну, как бы вот у нас была такая тесная дружба. И когда в моей семье происходили какие-то... Это была такая серьезная, настоящая дружба. Вот практически родственники вот между собой все были в этом классе, и как бы вот и меня принимали как бы в эту семью. И все друг другу помогали, выручали. То есть время же было не самое простое, это 90-е годы, такие достаточно лихие. И потом, сейчас не самое простое время, ведь мы прекрасно знаем, что происходит и с экономикой нашей страны, у нас идет война. А эти ребята, с которыми мы учились, когда началась оккупация Крыма, и я заявил о своей позиции, о том, что каким образом я вижу действия Российской Федерации по отношению к нашей стране, к Украине, ну, вот, от меня отказались, там, ну, как бы предали анафеме, да, наверное, вот так. То есть это было потеряно, вычеркнуто из жизни ну, достаточно большой кусок таких вот, отрезок такой вот временной, когда это было очень дорого сердцу тоже. Опять-таки, интересно, что кроме того, что у вас есть достаточно такой популярная страничка ваша в Фейсбуке, вы еще пишете книгу. О чем она? Большинство из нас, тех, кто вернулся с фронта, у нас есть четкий диагноз ПТСР. То есть то, что я начинал писать, это было как бы больше терапия такая, выговориться. Но со временем это действительно стало популярным. Вот. И в один прекрасный момент мне мои дети сказали: папа, а мы тебе ничего не знаем. Вы представляете, дети? Да. Да, мои же дети сказали: мы не знаем ничего ни о твоем детстве, ни о твоем прошлом, потому что все это осталось в Крыму, вот, и дом, и могилы моей семьи, все это осталось там, и рассказать им некому. И за редким исключением, когда бывают такие вот очень редкие случаи, когда кто-то приезжает из одноклассников, бывает в Днепре, мы видимся, начинаем что-то вспоминать, дома собираемся, естественно, это для них они сидят и слушают, открыв рты, какими мы были. Но, тем более, что не так много с фотографий осталось, все осталось в Крыму. А что главное? Я знаю, что у вас 3 детей, дочь и 2 сына. Да. А вот что главное в воспитании детей, а в частности в воспитании сыновей? Для любого ребенка, я думаю, я не хочу из себя стараться представить такого правильного такого человека, потому что, ну, я знаю свои недостатки и проблемы, но все, что мы делаем в своей жизни, на это смотрят наши дети. Младшему сейчас 6 лет, а дочери 15, а старшему 16. Он закончил уже школу экстерном, поступил в университет, избрал сам достаточно интересно. В Украине? Да, именно в Украине, потому что у нас же есть возможность его было посылать и в Израиль, и в другие страны. Как бы у нас есть учебные заведения, которые оплачиваются общинами, меценатами. Это было его решение? А его решение было именно остаться в Днепре и поступить в университет в Днепре. В общем-то, меня это как отца и порадовало, и не просто порадовало, потому что ребенок будет еще долгое время оставаться со мной, я всегда смогу быть рядом, подставить свои руки там, где ему будет необходима помощь. Батальон Днепр-1. Как это было? Батальон Днепр-1. Как вы там оказались? Мы уехали из Крыма 27 марта 2014 года. 2014 года. Это происходило таким образом, то есть события на Майдане мы очень сочувствовали, переживали и видели, какая беда надвигается на нашу страну. Потом этот референдум и всю эту подготовку, это же происходило на наших глазах.
автобусы с этими туристами, которые ехали из Ростовской области, из Краснодарского края для того, чтобы провести этот референдум. Техника военная, которая заходила, она вся проходила мимо нашего дома, то есть через Керченский пролив. И это все происходило у нас на глазах. И когда состоялся этот референдум, это было 16 марта 2014 года, а у мамы день рождения 26-го. И вот мы дождались момент, когда у мамы будет день рождения, и уехали. В принципе, на самом деле, как бы уехать заставила нас мама. Да, она родилась недалеко от города Грозный, и большая часть родни нашей жила в свое время именно там. Мы каждый год ездили в Грозный, когда это было в советское время, я еще был совсем маленьким. Последний раз я в Грозном был в 1988 году, перед самой армией, мы виделись с родственниками. И уже потом началась Первая Чеченская война, вот, потом Вторая, то есть мы уже туда попасть не смогли, к сожалению. И все-таки Днепр-1, как вы там оказались? Да, так вот, мы уехали в Днепр, и я очень долгое время пытался, то есть как любой нормальный родитель, который хочет защитить своих детей, моим желанием было сначала просто увезти их. Я не буду скрывать, то есть я готовил документы для того, чтобы эмигрировать в Канаду. Вот, к сожалению, это, я не знаю, к счастью это или к сожалению, в общем, но это не получилось. Скорее всего, к счастью, потому что дальнейшие события дали возможность пройти вот этот самый, наверное, главный экзамен в моей жизни, остаться человеком. И был вариант еще уехать в Израиль, тоже как бы не получилось. Ну, мы с супругой не нашли общего решения этого вопроса. Она сказала, наш Реб Шмуэль Каменецкий сказал, что здесь все будет хорошо, поэтому мы никуда не едем. Вот. Ну, раз Равин сказал, значит, да, так то есть и... я как бы я бесконечно уважаю нашего раввина, потому что действительно нам повезло общаться, жить в историческое время. Сейчас происходят исторические процессы на самом деле, и общаться с людьми, которые эту историю делают. И она категорически была против. Ну, получилось так, что раз я не смог вывести детей из страны и спрятать, значит, и защитить надо было таким... их защитить. Да, то есть другого выбора не было. И как бы, ну, представьте себе, я приехал из Крыма, не зная, что происходит в Днепре, что происходит в Украине. Я знал только одно, то, что Крым оккупирован, и жить на оккупированной территории – это не для нас. Ну, я бы не смог жить там спокойно. Вы пришли в горсовет, куда вы пришли? Записались в этот батальон Мы приехали в Днепр. Я не хотел становиться обузой для общины, и первое, куда я пошел в госадминистрацию, в АГА, где меня встретили. Там находился штаб нацзахисту. А в то время возглавлял ОГА? Игорь Валерьевич. Это была команда как раз Игоря Валерьевича, Геннадия Олеговича и Бориса Альбертовича. Вот. И благодаря вот этим людям, конечно, я не думаю, что у кого-то есть сомнение, что именно благодаря вот этой команде была остановлена агрессия. Мы все хорошо помним этот период. Эти события, и это нельзя ни в коем случае забывать. Вот. И ребята, которые были в нацзахисте, тогда еще батальон только-только начинал формироваться, вот. Там начали предлагать продукты, там еще, но нам нужно было где-то жить и каким-то образом устраивать свою... То есть, по сути дела, мы были переселенцами, мы переехали из Крыма в Днепр. Фактически все такие были в батальоне? Большое число людей, большая часть людей которые были из Донецка, из Луганска были. И были ребята, которые приехали из России, были ребята, которые приехали из Польши там, и других стран, которые раньше были гражданами Украины. И потом по каким-то причинам они переехали. Вот. И благодаря штабу нацзахиста я вот узнал о том, что там были замечательные ребята, с которыми я познакомился. Это и Екатерина Чижик, это и Татьяна Харольская. В очень большую
роль в том, что это все произошло, как бы я оказался в батальоне Днепр-1, сыграл Максим Дубовский. Вот. Да, благодаря ему как бы я узнал о том, что я могу вступить в батальон и могу воевать. И когда такая возможность представилась, я написал рапорт. Какое-то время жил в казарме, то есть не писал рапорт до тех пор, что, в общем-то, у меня достаточно серьезные проблемы были со здоровьем, они как бы остаются. Ну, зрение минус 2,5 и гонартроз коленных суставов. То есть я за какое-то время до войны я не ходил вообще. Но желание защитить своих детей, как бы драться за ту землю, которую мы потеряли, оно было намного сильнее, наверное, все-таки, чем чувство самосохранения, инстинкта самосохранения. У вас такая колоритная внешность, и колоритной внешности придает колорит ваша борода. Это у вас... Наверное, я не первая, кто задает этот вопрос. Это такой имидж или это... Смотрите, насколько возможно, я стараюсь до начала войны, я абсолютно был, вот, как бы я остаюсь в тех же самых убеждениях, да, религиозный, как ортодоксальный еврей, да, то есть и одним из условий, одной из заповедей является то, что нельзя стричь бороду. Мне часто задают вопрос, сколько этой бороде? Этой бороде на данный момент 15 лет. А все-таки военная деятельность, волонтерство, вот такой активный образ жизни, религиозность. Есть такое понятие у еврейского народа, это кошерность и кашрут. Да. Вот как удается соблюдать? Что это такое? Гуля, если рассказывать это в большей степени, то есть есть разные направления в этом понимании. Это касается и одежды человека, то есть в большей степени это, безусловно, диетарные законы. Да, для основной массы населения это все-таки все, что связано с едой. С едой. Вот. Здесь, если посвящать этому время, мы сейчас займем просто полностью весь эфир. Мы немножко, то есть мы продукты в нашем есть законы кашрута, согласно которым пища делится на 3 вида. Это парве, то есть это нейтральная пища. Так. Есть халяв, это молочная пища, и басар, это мясная пища, мясо. Вот. Значит, то, что касается фруктов и овощей, они кошерны все. Единственное, что необходимо смотреть, чтобы там не было червячков. Я это недавно узнала, это кстати. На иврите называется шерец, кишащие. Вот, то есть это не только жучки, просто те, кто кишит, кишащие. Вот. Нужно следить за этим. И есть определенные законы, которые касаются плодов, которые были выращены в земле Израиля. Это, это мы сейчас совсем погрязнем так далеко. Вот. То, что касается молочной и мясной кухни, она обязательно должна быть раздельной, то есть посуда должна быть отдельной полностью. И не должна соприкасаться друг с другом. Да, то есть в ортодоксальных семьях обычно есть, если позволяет достаток семьи, то вообще делают 2 разных кухни. Вот. Или же, когда на одной кухне есть 2 разных плиты, которые или отдельно выделяются комфорки для мясной пищи и для молочной пищи, чтобы это не... И точно так же существуют 2 мойки или специальные подставки, так, чтобы посуда не касалась, когда ее моют. 2 кухни это хорошо. Да, я не знаю. Это как-то хорошо. И самый главный вопрос, это, допустим, с молочным, там, понятно, нельзя, чтобы в молоко попадали какие-то продукты или компоненты, которые являются животного происхождения, то, что связано с мясом. Вот. То есть это же и есть вот эта заповедь «Не вари козленка в молоке матери его». То есть молочное и мясное не должно соприкасаться. Вот. С молочным мы все понимаем, то есть это необходимо, чтобы надой происходил под строгим надзором. И вообще вот все, что касается кошерности, это все происходит под строгим надзором. Вот. То есть, если наши телезрители захотят пойти в какой-то ресторан, да, с еврейской кухней, это означает, что
Там еда будет должен- кошерная. при условии, что как раз вот соблюдены вот эти вот нормы надзора. То есть это кафе должно иметь специальный сертификат. То есть если человек приходит в еврейский ресторан, который предполагает, что он кошерный, для того, чтобы убедиться в этом, он требует показать ему сертификат, который там должна быть с печать, ну, кекшер, да, что это, да, действительно находится, эта кухня находится под надзором, и там соблюдены все правила кашрута. Это все очень долго рассказывать. Нет, я считаю, что очень прекрасный ликбез такой по кошерности разложили так на самые важные Ну, я части. думаю, для И- вас это тоже как бы достаточно близко, потому что халяль это как бы Да, да, очень да. законы пересекаются, Да, перекликаются да, и да, очень да. похожи. Яблоки, кстати, кошерные. Да, я уже это говорил. Да. Вы очень такой многогранный человек. И все-таки у вас есть какая-то специальность. Вот ну, в традиционном смысле. Вот я медик. Мгм. У меня первое образование медицинский университет. А у вас? Вот вы меня просто поймали в капкан. Я не Как знаю. это? А вот так. За свою жизнь я поменял очень много специальностей. Я работал и на корабельной верфи, и работал в геологоразведке на буровой, работал на металлургическом предприятии, работал в плодовочторге, работал в 300 ресторанов, ходил, штукатурил дома, работал вышибалой в ночном клубе, то есть было много таких У меня моментов. такое которые- ощущение, что на некоторых Да, работах сидел в вы ларьке. работали одновременно. Например, Было такое Да? время, вот когда мои заезды в Днепр начались еще в 93-м году. Вот. И был такой момент, когда я в поисках работы имел две работы. Я ночами сидел в ларьке, подрабатывал, то есть то, что мне давало деньги, возможность кушать. Вот, потому что были такие моменты, когда я мог не есть там 3-5 дней, ну, просто не было денег, да. То есть и такой даже период был в моей жизни. И были моменты, да, и вторая работа была, в это же время я стажировался на, какая же там была должность? Ведущий специалист отдела маркетинга и внешнеэкономических отношений. То есть я день работал на фирме, ночь я работал ларьке? в ларьке, день работал на фирме, и только потом я мог пойти поспать. вот так вот. Даже у вас так было. как это Вот, то есть, в стахановский метод какой-то у Да, вас да, был. то есть это был безвыходный метод, потому что мне Но нужно мне было кажется, каким-то образом это жить. вообще и- потрясающе, потому что именно такие люди, которые прошли всю вот эту обычную работу, обычную жизнь человека, потом избираются в депутаты. Но мне кажется, кто еще может лучше знать жизнь людей и их чаяния, их видите. нужды, их заботы, их тревоги. Стать депутатом, здесь как раз-таки и послужили все вот эти события, которые происходили. То есть за время того, что, ну вот я воевал, да, то есть я прослужил с августа 2014 года по декабрь 2015 года, вот, на самой передовой, и, то есть у меня был боевой выезд, это когда был Иловайск, мы выходили там достаточно на большое расстояние в серую зону для того, чтобы обеспечить нашим ребятам отход. И потом я был месяц на самой передовой, это был поселок Пески, недалеко, это буквально 800 метров от Донецка и 1,5 километра от Донецкого аэропорта. И когда вот эти вот все мои участия именно в боевых действиях закончились, у меня даже еще, я продолжая служить, я уже тогда начал заниматься волонтерством. И наша группа перевезла больше 300 погибших ребят, из различных точек. Это была и Волноваха, и в основном мы забирали их из Днепровского морга, вот, и везли к месту захоронения. То есть у нас наша группа состояла всего лишь из 3 человек. Это был Женя Смельчанский, Неля Князева и я.
И, в принципе, как бы в большей степени, конечно, сама транспортировка это была на плечах Жени. Вот, он искал транспорт, у нас была всего одна машина, и то не наша, в общем-то. И это специальная машина же должна быть, это должен быть МС. Вот. И бывали такие моменты, когда в один рейс мы везли по 3, иногда даже 4 человека приходилось развозить, и причем это были разные концы Украины. И, в общем-то, в один прекрасный момент как бы я почувствовал, что у меня есть желание вот не только защищать своих детей, но и помогать другим людям, вот когда вот эти вот, ну, то есть как бы я втянулся уже вот в эту, в деятельность нашей группы, которая потом, когда уже Министерство обороны сформировало и как-то более-менее наладило все эти вопросы. То есть уже пошла, или даже параллельно с этим была другого рода волонтерская деятельность, когда там кому-то нужна была форма, кому-то нужны были лекарства, кому-то нужно было помочь детям, там одежда там, или еще что-то такое. И, в общем-то, вот это останавливаться уже как-то сложно было остановиться в этом процессе. И когда были выборы, в общем-то, я заявил о том, что я как бы хотел бы участвовать в них. Да? То есть я подошел к одному очень уважаемому человеку и сказал, что вот смотрите, я как бы уже достаточно много сделал для этой страны, и мне хотелось бы сделать еще больше. Но если в моих услугах уже больше нет потребностей, да, то в связи с тем, что я потерял практически все, вот, я тогда себя не вижу, я буду уезжать в Израиль. Вот, хотя я хотел сделать еще. И вот такую возможность мне предоставили. Вот, я был выдвинут, моя кандидатура была выдвинута на в избирательную кампанию. Вот, я прошел с достаточно высоким рейтингом в 33 с лишним %. Это для такого, то есть тем более, что я как бы был не местный на самом деле. И это был достаточно высокий очень рейтинг, один из самых высоких в городе. Вот, и с тех пор вот как бы это теперь все вместе. И волонтерство, и депутатская деятельность, и общественная деятельность, достаточно так вот заставляет быть постоянно в таком тонусе. В 2 словах, ваша мечта? Глобально действительно я хочу, чтобы, это не может быть парадоксально, потому что как верующий человек я хочу, чтобы действительно как можно скорее пришел Машиах и наступило вот это время, когда люди перестанут воевать, болеть, умирать, воскреснут все мертвые. Вот. Какие-то другие мечты, как любой отец, я хочу, чтобы мои дети были счастливы, мне хочется увидеть своих внуков. Как личность просто, мне хотелось бы себя еще больше реализовать в каких-то других направлениях. Та же самая книга. Мне бы хотелось все-таки сняться полноценно, не просто в эпизоде фильма. Не в эпизоде, да, это известный факт, да, что вы снимались в эпизоде фильма у Ахтема Ситаблаева. Да, это замечательный человек, мой близкий друг, и я ему очень благодарен за то, что он мне дал такую возможность. Не знаю, попаду я там, не попаду в саму ленту, но во всяком мы посмотрим премьеру. Да, и премьера, к сожалению, ждать придется очень долго. Ничего, мы дождемся. Да, безусловно, потому что фильм будет шикарный, и он действительно будет роскошным. Ашер, смотрите, мы сейчас на крымско-татарском канале. Наша основная целевая аудитория, которая нас смотрит, это крымские татары, которые живут как в Крыму, так и на материковой части. Ну и еще есть такая патриотическая часть людей, которые в Украине, которые нас смотрят. У вас есть прекрасная возможность обратиться к ним. Вы знаете, сложилось таким образом, что мне повезло. Я очень близко знаком с Рифатом Чубаровым, Ахтемом Чийгозом, Айдером Муждубаевым. Вот сегодня мы общались с Ленуром Ислямовым, то есть с большим количеством лидеров крымско-татарского народа. Я благодарен крымско-татарскому народу за такой патриотизм, за такую стойкость и за такую серьезную борьбу за то, чтобы Крым
вернулся в Украину. И я хотел бы пожелать в первую очередь, конечно, мира, чтобы как можно скорее закончилась война эта. И она однажды закончится. Нет сомнений, что Крым — это Украина, и это будет, это есть украинская земля, она должна вернуться в ней. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы как бы была такая добрая воля на то, чтобы действительно, как до войны существовала на территории Крыма крымско-татарская автономия, чтобы она существовала и уже после, когда мы одержим победу. Я желаю именно как можно скорее победы. Победы и возвращения в родные дома. Слава Украине! Героям слава! Спасибо вам большое. Спасибо большое.